На 64-м году ушел из жизни Михаил Иванович Неустроев, главный режиссер телеканала «Якутия-24». Он отдал якутскому телевидению больше половины своей жизни. Талантливый и невероятный профессионал своего дела. Именно таким он и останется в сердцах многих поколений тележурналистов. В светлой памяти Михаила Неустроева материал Ульяны Шагиной. Иваныч. Именно так его звали те, кто работал с Михаилом Неустроевым до последнего его дня. Он ушел скоропостижно, но оставил после себя невероятный опыт, нажитый многолетним добросовестным трудом. Он начал свой долгий путь на якутском телевидении еще совсем юным. Не было и 20, когда молодой парень Миша устроился в радиотелецентр установщиком декорации первого разряда. С 1981 года он освоил профессию телеоператора и более 12 лет стоял по ту сторону телекамеры. Мы с Михаилом Ивановичем тоже очень много бок о бок работали. Он как оператор, я как техник, ассистент. И я тогда тоже буквально, ну не знаю, видоискатель в спину смотрел каждому из них, учился, впитывал. И очень многому, конечно, научился от Михаила Ивановича, от его отношения к делу. К своему делу еще с молодых лет он относился со всей скрупулезностью. Коллеги вспоминают, как ради одного красивого кадра пустынной Дворцовой площади мог нести на себе весь съемочный атрибут до того, как сведутся мосты и начнется новый день. Невероятная скорбная весть не стала Миши Неустроева. Утрата вообще невосполнимая для всех, для друзей, коллег, для всего якутского телевидения. А для меня она так велика, что прямо нет слов выразить. Таких профессионалов, каким был Миша, всегда очень и очень мало. Его потрясающий глаз алмаз – это было что-то. Трудоспособность у Миши невероятная. Видение сути кадра, сюжета, всей композиции – это врожденный талант, свойственным только одаренному человеку, каким и был Миша. Страшно и невыносимо больно осознавать, что я больше никогда не увижу Мишу, не услышу его голос, не получу от него сообщения. Мы до самого конца очень верили и надеялись, что все обойдется, что Миша сможет. В самые свои последние дни из больницы он находил в себе силы, чтобы написать и успокоить. Светлый, бесконечно добрый, заботливый, смешливый наш Миша. Огромное счастье, когда коллеги становятся близкими друзьями. Спасибо тебе, Миша, за то, что ты был в моей жизни, за наши с тобой разговоры, за поддержку и за плечо, которое я ощущала всегда. Спи спокойно, дорогой и любимый друг. Глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким. 1993 год. Михаил Иванович решает направить свой творческий взгляд на режиссуру. Для телевидения это одна из ключевых и важных профессий. Требовательный не только к своим коллегам, но и к себе. Он воспитал не одно поколение телевизионщиков. Каждому из нас он имел свой отдельный подход. Ко всему относился с юмором, но в то же время очень ответственно. Всегда был в курсе всех новинок. В техническом плане ему равных нет даже среди молодых. Он самый большой профессионал своего дела, которого я когда-либо знала. И очень чуткий, ответственный, добрый человек. Один из немногих, кто испытал на себе разные этапы производства фотоматериала, от ручной бобинной пленки до современных автоматизированных телекамер, и всегда с легкостью подстраивался под влияние времени. Мы всегда общались по WhatsApp, и почему-то это всегда происходило ночью, потому что когда надо было записать очень важные мероприятия, события, которые показывались, транслировались в федеральных телеканалах, не всегда приходилось будить главных редакторов, режиссеров. Всегда писал Михаилу Ивановичу. Михаил Иванович всегда был начеку и всегда почему-то говорил, что он знает и уже записал. Так и у меня остаются только такие воспоминания. Действительно, это был тот человек, на которого всегда можно было надеяться. До последних своих дней он работал главным режиссером телеканала «Якутия-24». И хотя зрителям, наверное, не видно, каковы его заслуги, тем не менее можно сказать, что все нововведения, которые сейчас внедряются на нашем телеканале,
это его большая заслуга. Он знал все о телевидении, он знал все о монтаже. Любой вопрос, любой, абсолютно, он мог всегда разрешить. В нем было удивительное качество, он очень любил людей. Казался с виду таким суровым, казалось, как-то вот иногда такой вот он ворчливый, такой где-то вот иногда как будто как колючий. Но на самом внутри деле он был очень добрым. Он всегда мог подсказать. В нем не было ни капли опломба, хотя он достиг вот действительно вот мастерства, наверное, высокого уровня. Высокий профессионализм, талант и невероятное чувство юмора подкупают любого, кому он повстречался на жизненном пути. Он никогда не ленился сам и не любил, когда ленятся. Был наставником и другом для многих поколений. Многим он молодым и до последнего дня своей жизни фору мог дать. Несмотря на свой возраст, он достаточно был продвинутый, всегда осваивал технологии. И на самом деле это большая потеря для якутского телевидения. Мы с коллегами, с бывшими коллегами что-то придумаем, чтобы сохранить память о Михаиле Ивановиче, чтобы и дальше знали и помнили, что был такой сотрудник Михаил Иванович Неустроев, который внес огромный вклад в развитие якутского телевидения. Красивый, энергичный, полный сил и замыслов. Он до последних дней говорил и жил своей работой. Михаил Неустроев оставил после себя огромный опыт, багаж знаний, который теперь будет передаваться следующему поколению телережиссеров. Талантливый человек, который был талантлив во всем. Светлая память нашему другу и коллеге Михаилу Ивановичу Неустроеву.